Здравствуйте! В эфире Зарема Мусаева. Вас приветствует канал Берге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске. Садыр Джапаров встретился с бизнес-сообществом в России. Высоко оценили визит Садыра Джапарова. В Бишкеке поставят спектакль «Красное яблоко». Президент Кыргызстана Садыр Джапаров 25 февраля в Москве встретился с представителями российских бизнес-сообществ. Как сообщили в пресс-службе главы государства, Джапаров в ходе встречи высказался о важности расширения торгово-экономического и производственно-инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Он отметил, что в Кыргызстане будут созданы благоприятные условия для добропорядочных инвесторов. Для них будут предусмотрены льготы и обеспечено соблюдение их прав и интересов. Условия для добропорядочных инвесторов, для них будут предусмотрены льготы и обеспечено соблюдение их прав и интересов. Мы выражаем высокую заинтересованность в сотрудничестве с ведущими российскими компаниями, являющимися мировыми лидерами в своих секторах, и их ведении бизнеса в Кыргызстане. Вопросы развития энергетики, промышленности и инфраструктуры, туризма и новых технологий сегодня как никогда являются актуальными сферами нашего совместного сотрудничества. Убежден, что в новых условиях будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации новых технологий, сказал Джапаров. Отмечается, что в мероприятии приняли участие порядка 40 руководителей крупнейших российских компаний, представителей министерств и государственных структур России. Визит главы Кыргызстана в Россию позволит придать мощный импульс всему комплексу российско-кыргызских отношений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, с которой 25 февраля встретился в Москве президент Садыр Джапаров. Собеседники, как сообщили в Совете Федерации, обсудили вопросы взаимодействия двух государств, в том числе на парламентском уровне. Валентина Матвиенко отметила высокий уровень развития связи между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, их близость по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере и на международной арене. Между нашими странами сложились отношения союзничества и стратегического партнерства. Садыр Джапаров подчеркнул, что Кыргызстан – долгосрочный партнер и надежный союзник России, намерены соблюдать все достигнутые ранее договоренности между нашими странами. Наши переговоры будут способствовать упрочнению фундамента взаимодействия двух стран и дальнейшему динамичному развитию отношений. Как заявила Валентина Матвиенко, поступательно развиваются прямые связи между регионами двух государств. Это эффективный механизм сотрудничества. Через расширение регионального взаимодействия можно наращивать объемы товарооборота. Собеседники выразили надежду на проведение очередной российско-кыргызской межрегиональной конференции уже в этом году. К числу приоритетов в сотрудничестве они отнесли и сферу образования. Обсудили в частности возможности расширения программы, в рамках которой российские учителя преподают в кыргызских школах. С 20 февраля предварительные списки избирателей на выборы депутатов местных кенешей вывешены на 2273 избирательных участках для ознакомления и уточнения. Количество избирателей составляет 3 304 000 человек. Каждый избиратель до 27 марта 2021 года может уточнить себя в списке избирателей. Ознакомиться можно на государственном портале избирателей ТИЗМЕ tizme.gov.kg на своем избирательном участке и позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН-номера, указанного в паспорте. Уточняется, что звонок и СМС бесплатно. В случае обнаружения любой ошибки или неточности в списке избирателей вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, предъявив паспорт ID-карту, копия которого прикладывается к заявлению. При подаче заявления на избирательном участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию. 11 марта будет сформирован контрольный список избирателей, окончательный появится до 1 апреля. Список избирателей на выборах депутатов местных кенешей включаются граждане 18 лет и старше, прошедшие биометрическую регистрацию, имеющие прописку. Премьеру спектакля «Кызыл алма. Красное яблоко» по одноименному рассказу Чингиза Айтматова 2 марта представят артисты Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева. Об этом сообщили в пресс-службе театра. По ее данным, работа режиссера-постановщика-автора, инсценировки и музыкального оформления заслуженного деятеля культуры Кыргызской республики Нурлана Асанбекова
Журекова – это глубоко эмоциональное действие, наполненное сложными внутренними переживаниями. Сценограф, заслуженный деятель культуры Юлдаш Нурматов и художник по костюмам Зухра Мухамбетова создали неповторимую атмосферу, дышащую простую и понятную. Хореограф спектакля, заслуженный деятель культуры Сергей Стрельцов. Спектакль пронизан музыкой композитора классиков и поэзии Хуана Романа Хименеса, отметили в театре. Главные роли в спектакле исполнят молодые актеры Айнура Исмаилова, Айзада Сапьянова и Чагалдак Замирбеков. На этом у меня все. Далее продолжат международные новости с Эрмурасом Аскаровым. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. В четверг вечером американская армия нанесла воздушные удары по нескольким объектам Сирии, используемым двумя военизированными группами, поддерживаемыми Ираном. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в результате атаки были уничтожены несколько построек рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Анонимные источники в Пентагоне сообщают, что эти помещения использовались для хранения контрабандного оружия, используемого проиранскими группами. Эти удары последовали в ответ на серию ракетных атак в Ирбиле на севере Ирака 15 января, в результате которых были ранены несколько американских военнослужащих и убит гражданин Филиппин, работающий по подряду Пентагона. США тогда предупредили о том, что возлагают вину за эту атаку на Иран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. Он также уволил главу Генштаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна. Это случилось после того, как Армения в четверг 25 февраля потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал был уволен накануне по предложению премьер-министра после того, как Хачатрян раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». 23 февраля в интервью Пашинян сказал, что «Искандеры», стоящие на вооружении Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, не взорвались или взорвались лишь на 10%. Заместитель начальника Генштаба генерал Хачатрян заявил, что это невозможно, а делать выводы с поверхностными оценками несерьезно. После этого он был уволен. Всего за период с 2000 по 2019 года в мире зарегистрировано более 11 тысяч экстремальных погодных явлений, в результате которых погибли почти 480 тысяч человек. Материальный ущерб за это время составил $2,5 триллиона. Ну, на этом у меня все. С вами был Бергет ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч.